Вы не думаете, что имам занимался только хождением по балетам? Вот то, что только что те тексты, которые произнес в софийской манере наш замечательный исполнитель Муфи, это то, что он знал с 7-летнего возраста. Ему мать, она не была исмаилитка, она была Довозда ему мать, Асношра, и очень глубокая суфийка. Суфийская философия, суфийское песнопение, они были настолько частью ее существа, что это передалось, безусловно, и сыну. Он блистательно знал родную фарсийскую поэзию, от Рудаки, Фердавси. У него есть специальное выступление на английском языке о Хафизе. Большое выступление о Хафизе, как он говорит о том, что Хафиз – это его творение, это то, что рядом с нами каждый день. Он говорит, он фолвин, не только для нас, он говорит, но и для вот индусов, которые, ни один из них неоднократно обращался к нему и говорил о том, что он, когда у него появляется вопрос, он открывает Хафиза. И точно так же он Мавлана Джалалуддин Руми и Ансори. То есть он нашу культуру блистательно знал. Вот это вы должны понять, чтобы вы не подумали, поскольку я думаю, что не очень много знают о Мавлана Мамчо, вы не подумали, что у него вот он знал в равной степени и Восток, и Запад. И знал это профессионально. Возвращаясь к Сергею Дягилеву, если смотреть, что написано о его группе, то я могу сказать, что одно из самых лучших отзывов о группе Дягилева и о самом Дягилеве написано Мавлана Мамчо. И я очень хочу, что, может быть, нам удастся издать на русском языке, потому что русским было бы очень интересно, что о них писали другие. Одновременно я должен еще один момент подчеркнуть, что это было очень плодотворное время его жизни. Ему было 25-26 лет, когда он активно стал заниматься созданием мусульманского университета Аль-Гарф. И вообще, если разобраться, все, что он говорил, все, что он делал, все, с чем он не соглашался, все, по поводу чего он спорил, это все было для того, чтобы мы сегодня не имели радикальный ислам. То есть он очень многое в этом плане предвидел, что вера должна оставаться верой, и она не должна вторгаться вот в такие радикальные края. В тот период, как я говорил, он занимался университетом Аль-Гарф, и не просто, он был последователем в своих политических убеждениях другого выдающегося мусульманского мыслителя, который жил в Индии, Сайяма Шах. Тот был намного старше, но он оказал очень позитивные воздействия, и практически многие положения философии Сайяма Шаха, они нашли свое продолжение в действиях Султана Мухаммада, и особенно вот в создании университета Аль-Гарф, который, кстати говоря, наследники этого университета по сегодняшний день имеются в Индии. Еще одна трудность, которая была в это время для него,
прежде чем мы вернемся в Россию, это то, что это была конфронтация между двумя империями, между Британской империей и между Российской империей. И территории, где жили его муриды, это были ворота из Индии в Среднюю Азию, где была Россия, и ворота из России, из Средней Азии, российской, в Индию. Поэтому он воспринимался индийцем, индийской колониальной, британской колониальной властью, как враг. Достаточно сказать, что в архивах, когда дипломаты российские писали, что Ага-хан собирается на север, нет, не на Памир, а даже в Читрал, то военные контингенты на границе были приведены в боевое состояние. Вот настолько совсем неадекватно его рассматривали. Второй, как явного врага. Я более того вам скажу, что были приняты попытки расколоть наших с вами предков в начале 20 века, 105 лет тому назад, 107 лет тому назад, специально провели шпиков, шпионов, чтобы они отправились на Памир и раскололи нашу паству и настроили против него. Поэтому жизнь его в это же время было движение по созданию мусульманской лиги. Движение, чтобы объединить мусульман Индии, для того, чтобы они могли вместе найти себе путь в рамках вначале колониальной, а потом уже свободной Индии. То есть жизнь его была невероятно активная, но одновременно достойная. Я с огромным уважением отношусь к тому, что он находил время для того, чтобы не просто восторгаться русским искусством, но еще должным образом ее оценить. Теперь я вернусь непосредственно к теме нашей сегодняшней встречи. Он много раз собирался в Россию. Об этом свидетельствует Александр Александрович Семенов. Причем свидетельства эти очень интересные, они даны после поездки имама в 2012 году. Александр Александрович Семенов был дипломатическим чиновником туркестанского генерал-губернатора. Он в Ташкенте подружился с рабочими мигрантами с Памира, вот такими же, как вот вы, которые здесь. Он им помогал. У них были какие-то проблемы, он им помогал, так он сблизился. И однажды он их собрал и говорит: вы знаете, ваш имам был в Москве. Он думал, что они сказали: да что вы, неужели? Они сказали: да, мы знаем, он был. Он говорит: откуда вы знаете? Да мы знаем, потому что он давно хотел в Россию. Откуда вы знаете, что он давно хотел в Россию? Тут один выходит и говорит: я был в Индии 2 года тому назад, и он тогда говорил, что он собирался в Россию. Потом он говорит, провоцирует их, чтобы они что-то сказали. Он говорит: а вы знаете, что он и в Москве, и в Санкт-Петербурге каждый день ходил по церквям. Думал, что они сейчас скажут: что церковь не может быть. Они говорят: да, он очень любит ходить по церквям. Откуда вы знаете, что он ходит? Тут один говорит: я знаю, что. Откуда ты знаешь? 3 года тому назад я был там, и однажды я ходил вместе с ним куда-то, и он свернул в церковь. И говорит: я не пошел. Он повернулся и говорит: ты что, не хочешь со мной пойти в церковь? Тут, говорит, я возмутился, он сказал: идем, идем. Мы, говорит, пошли, и он говорит: ты видишь, кто это? Показывает на икону Иисуса. И этот промямлин, оказывается, знал. Он говорит: сейчас не каждый из вас знает в церкви, если показать. И говорит: я сказал: это Иисус, да.
Ну так вот ты должен знать, сказал он ему, что душа Исуса Пайгамбара в нас тоже, в меня тоже, поэтому возьми свечку и поставь свечку. Александр Александрович Семенович не смог смутить наших земляков, более того, в отличие от нас с вами, они не были в костюмах, были в очень порванной одежде. И он сказал, что я поражаюсь, что эти худые, изможденные, полурваные одежды люди так здорово знают философию и жонглируют философскими категориями. Таня, это информация для вас. У нас вы не получите какую-либо информацию про философию, а тогда они знали, у них были диспуты. Одним словом, имам давно собрался в Россию. Откуда мы знаем, что он был в России? Я об этом знаю из его воспоминаний. Однажды, недавно, в 95 году, когда я вернулся из Америки, я встретился со своим другом, генералом Шибаршиным, который в советское время руководил советской разведкой. Мы подружились с ним, потому что у него был интерес к книгам дореволюционным. У меня был такой же интерес к дореволюционным книгам. И когда были заседания ЦК, пленума ЦК КПСС, мы сидели рядом и обменивались информацией по поводу книг. И когда я ушел от него, он говорит, вот, я говорю, что? Он говорит, это для вас. Я взял, смотрю на английском языке воспоминания Аль-Хана. Он говорит, когда я работал в 50 каком-то году, там, в этом, в Индии, то уехал посол, часть своих книг не взял с собой. Я, говорит, порылся среди них, они, говорит, просто лежали, неизвестно куда. И вот среди них обнаружил книгу, которую ему подарил руководитель исмаилитов Индии. И Леонид Владимирович был очень аккуратным человеком. Даже карточка этого руководителя, заржавевшая скрепкой, она все еще вот в этой книге. И вот я стал смотреть и вижу вот воспоминания. А потом, в более поздние годы, я решил, что с кем он встречался и зачем он приехал. А еще более поздние годы в газетах стал искать информацию, подтверждение, действительно в газетах писали. И Александр Александрович тоже сказал этим нашим землякам, нашим предкам, мы теперь их, я-то, наверное, правнук, а вот эти правнуки, тех, с кем он встречался, представляешь? Он встречался с вашими правнуками. Запомнили? И он им сказал, что он прочитал об этом в газете, что имам Ага-хан был в России. Одним словом, кого упоминает в своих воспоминаниях Мавлана Рашида Мамадшоу? Он упоминает великих князей. Великие князья – это из рода Романовых. То есть это двоюродные братья царя, это брат царя, это дядя царя и так далее. Вот великий князь Николай Николаевич, очень известный из этого рода, он один из последних главнокомандующих русской армии. Следующий. Вот Романов Борис Владимирович, великий князь. Имам упоминает его, что с ним он встречался во Франции, и они неоднократно его приглашали в Россию. Но наиболее важным для нас является Михаил Александрович, единственный брат Николая II, с которым он познакомился там. Мы его фотографии Михаила Александровича еще несколько раз покажем, но уже другие фотографии.
Прошу вас запомнить, вот эта фотография, это молодой Михаил Александрович, примерно в таком возрасте, 107 лет тому назад с ним познакомился имам. Вперед. Вот эта фотография 1911 года. Год спустя, вот джентльмен в такой одежде, он мог одевать мусульманскую одежду или фрак, и был естественно в любой одежде. Как человек, воспитанный в суфийском духе, ему внешняя оболочка не имела никакого значения. Важно было нутро, его философии, его мысли. А мысли у него, я в конце потом скажу об оценке, которую ему дал один из русских. Он приехал в Россию. Причем он написал так о России, что мне самому стало холодно, и я решил, что это декабрь. Он описывает, как он попал вот в этот дом. Это дом английского посла. Немножко, говорит, было душновато, и я решил открыть форточку. Форточку, говорит, я не нашел. Я решил открыть окно. Все было заперто. Мало что было заперто, все было заклеено. Я пошел в завтрак. И госпоже, жене посла, говорю, а как тут насчет свежего воздуха? Она говорит, свежего воздуха до весны никакого. Он говорит, почему? Она сказала, мы тоже думаем, почему? Мы тоже приехали, видим, что все окна закрыты, Бодыгали чуть, значит, сказали, нет, мы будем по-своему жить. Говорит, скоро, говорит, все мы заболели, всем домом. После этого мы поняли, что русские делают правильно. Он жил в этом доме 3 дня. Но поскольку у него был титул его высочества, принц, в общем, он обязан был в этом доме жить. Вот эта фотография посла, да. Посла, у него даже есть воспоминания, правда, про революцию только. Следующая фотография. И вот фотография, которая мне нравится, это фотография великого князя Михаила Александровича. Вы видели его фотографию, брат царя. У него были близкий ему человек, был близкий офицер, Половцев. Вот, ну, сейчас, да, вот это, нет, да. Значит, тот был брат царя, а вот этот офицер, который был близок к Михаилу Александровичу, он тоже по одной линии с царского рода. И на 3-й день имам переехал в его дом. Откуда мы это знаем? У имама в воспоминаниях есть фраза о трагедии после 17 года. Он пишет, что многие с кем я встретился, потеряли родину, потеряли жизни, некоторые из них, невероятные трудности, которые были на их пути. И он говорит про Петра Половцева, что это настоящий солдат, настоящий сильный человек, который мужественно перенес все тягости жизни. Я по косвенным своим исследованиям знаю, что до конца своей жизни имам Султан Мамадшо имел дружеские отношения вот с Петром Половцевым, потому что оба они жили на юге Франции. Петр Половцев умер в возрасте 90 лет после ухода из жизни имама. Старшим братом Петра Половцева был Александр Половцев, дипломат. Тут теперь одна загадка. У нас есть разные, во всяком случае у меня есть разные версии
каким образом именно в этом доме остановился. Версия первая. Михаил Александрович, великий князь, великий князь, сказал своему офицеру, что у нас почетный гость, хороший человек, пусть он поживет в своем доме со своими слугами. Вместе с имамом еще были трое сопровождающих. Версия вторая. Петр Половцев в 1905 году был помощник военного атташе в Лондоне. Имам мог познакомиться с ним в Лондоне. Версия третья. Александр Половцев был консулом в Бомбее в 1906 году, в 1907 году. Они могли познакомиться там. Но во всяком случае и Петр Половцев, и Александр Половцев знали, кто такой имам. Более того, мы благодарны, мы с вами, Александру Половцеву, потому что в 1903 году, когда бухарцы бесчинствовали у нас на родине, и в частности в родном кишлаке Вранге, то он приехал туда и разбирал конфликт, потому что все эти жители Вранга и соседних кишлаков собирались покинуть эту территорию и уйти в Афганистан. И докладная, которая им написана, она написана с теплотой и с симпатией. Одним словом, в последующие дни имам жил в этом доме. Вот этот дом. Это фотография революционная. Он об этом доме пишет в высшей степени. Он пишет, что это лучше, чем эти итальянские хоромы. Что более изящного дома и интерьера вот он не видел. Стоп. Это были фотографии дореволюционные. Можно еще раз их показать. Или посмотрели, увидели. Значит, теперь вот как этот дом выглядит сейчас. Только потому, что там дом архитекторов, в какой-то степени этот дом сохранился. Вот в таком виде. Если кто захочет потом он об этом доме описывает его в высшей степени о каждой комнате, какова архитектура, какова мебель, там цветы, он оранжереи в высшей степени. Вот этот дом, который сегодня именно так он еще выглядит, снаружи этот дом совершенно не похож, такой обычный дом стоит. Не скажешь, что войдешь внутрь него, и он... Вот именно в этом доме и Половцевы устроили очень большой прием в честь него, куда пригласили всех великих князей, людей из царского рода, и оказали ему должное уважение. Что еще мы знаем о Санкт-Петербурге? Что из его воспоминаний, во всяком случае. Он был в Эрмитаже. В Эрмитаже он встретился с графом Толстым. Граф Толстой, дальний родственник Льва Николаевича Толстого, был директор Эрмитажа. Есть очень хорошие строки про Эрмитаж. Эрмитаж, который он сравнивает с музеем Лувр. Он говорит, ты ходишь километры по Лувру и не можешь найти нормальную одну картину. Потом дохлый, усталый, находишь какую-то одну. Поскольку ты устал, тебе уже не хочется смотреть на эту картину. Он говорит, но зато граф Толстой,
все второстепенное убрал, и все ценные картины, настоящие произведения искусства рядом. И ты от одной к другой идешь и получаешь удовольствие. Примерно в таком духе он написал об Эрмитаже. Но Эрмитаж находится в Зимнем дворце. Если кто захочет, может пойти в Эрмитаж, шагать по этим же залам, увидеть эти же картины и подумать, что он тоже, вот как и мама Гахан, 100 лет тому назад был там. Следующее, что он пишет о Исааковском соборе. Это вот Исааковский собор, но не столько об Исааковском соборе. Он там слушал хор мальчиков, детский хор. Он говорит, писал же он за 3 года до своей смерти, в 1954 году вышла книга. То есть это воспоминание человека, который уже прожил жизнь. Он говорит, я много слышал разные хоры. Но такой хор с чистыми голосами, который достает до глубины твоей души, какую я слышал в Исааковском соборе, мне никогда не приходилось слышать. После того, как он послушал, он с ними встретился, он стал выяснять, кто из них откуда. Выяснил, что они из разных концов России, где они живут, как их кормят, где они учатся. Очень-очень много хороших слов он написал, в том числе про Исааковский собор и хор. Следующее, он возвращается на родину. Но прежде чем вернуться на родину, он был в Москве. Про Москву он особо не пишет, кроме как про бани. Поскольку в центре города Москвы известные бани — это Сундуновские бани, и я рассчитал, какие он мог жить. Уже в 2012 году Метропол работал. А другая гостиница была в здании, которое сейчас там Институт Востоковедения. Здание, где сейчас Институт Востоковедения, в 2012 году это была гостиница «Берлин». И если он жил в гостинице «Берлин», то буквально в 20 метрах находятся вот эти Сундуновские бани. И он писал про Сундуновские бани очень смешные вещи про пожилых женщин, которые, значит, массаж делают. В своих воспоминаниях. По газетным статьям, по интервью, которые он давал, он очень хотел смотреть больницы. Он пишет о том, что он прошел курсы, учился врачебному делу и в Индии, и в Оксфорде. Он хотел знать уровень медицинского обслуживания, хотел узнать медицинский институт, как готовятся кадры. И в целом, на каком уровне наука. Какие-то ему лаборатории показывали, эти ему лаборатории понравились, но в больницах, по-моему, так во всяком случае, в мединститут он так и не попал. Что он еще отметил? Он отметил, что очень тяжела участь рабочих здесь. Он их сравнил с жизнью рабочих в Бомбее. Он сказал, как там тяжело и длинный рабочий день, так и здесь тяжело, длинный рабочий день. Он сказал, единственный плюс у индийского рабочего, что он после этого выходит, и тепло, и воздух, а этим приходится снова в холодный, в подвал куда-то заходить и снова в подземелье. Во всяком случае, мимо него не проходили никакие социальные проблемы. То есть у него не было классового подхода. Если он был бы, там, условно говоря, взгляд помещика, капиталиста, то он видел бы только богатых. А он одновременно видел, как разные слои общества, они в каком состоянии находятся.
Последнее, что вечером, последнего вечера, это примерно было, значит, уже в конце октября, он был на спектакле в Большом театре, и после Большого театра корреспондент взяла у него интервью, я вам уже рассказал, что ему Коровин меньше понравился, и в целом хореография, сказала, здесь слабая, очень Большой театр ему не понравился. Она его спросила, куда он собирается, он сказал, что он едет в Киев, и посмотрит еще старый Киев, и дальше уезжает. В письмах, которые он писал ранее, в Министерство иностранных дел Англии, с тем, чтобы они помогли с его поездкой, он еще писал Одессу, видимо, собирался на корабле вернуться, и написал, возможно, Тбилиси. Но, как я понял, документальных подтверждений нет, но он, кажется, вернулся через Варшаву снова во Францию и дальше в Индию. С царем он не встречался. Он пишет о нем, что с царем он не встретился. И, наверное, он по истечении 40 лет детали своего пребывания там не помнил, наверное. Но дело в том, что он с царем не мог бы встретиться. Я взял дневник царя и его окружение, взял время пребывания имама, то есть царя в Петербурге не было. Он был далеко за пределами. Вначале, значит, в Польше, потом, ну, территории нынешней Польши, потом в Белоруссии. И более того, это был тот самый период, когда мальчик, его сын, упал, когда выходил из лодки, поранился, а поскольку у него была болезнь крови, то это был один из самых трудных моментов, если не считать саму революцию, в семье Романовых, и практически с царем он не мог бы встретиться. Но там есть несколько строк про самого царя, про его характер, про его натуру. И далее он пишет с великим сожалением о том, что многие из тех, с кем ему приходилось встречаться, они погибли во время революции, они потеряли и свое имущество, и родину, и отдает должное всем тем, которые оказались в Европе, и с каким мужеством они пережили и преодолевали свои трудности. На этом как бы не заканчивается на Октябрьской революции взаимоотношения имама с Россией. Единственное, мы должны подчеркнуть, что если до 1907 года, до того, как Россия заключила договор с Англией, с Британской империей, и они стали альянсом, и отношение, естественно, и к Ага-хану изменилось. То есть до его приезда это было одно, после приезда совершенно по-другому. Но после того, как совершилась Октябрьская революция, то конфликт между Советской Россией, Советским Союзом и Британией совершенно на другом уровне снова возродились. И это уже не возродились на идеологической основе. Я вам могу сказать, что, например, наш с вами родной Хорог был разведывательным центром. То есть оттуда посылали шпионов на север Индии с тем, чтобы поднять паштунские племена. Настолько в этом деле усердствовали, что мы теперь имеем на севере талибов. Но начали мы, Советская Россия, пытались там 1000 лет тому,
туда кинуть. Тогда это было безуспешно, но во всяком случае кто-то другой постарался в этом же направлении. И снова, естественно, мы не в фаворе. И дело дошло до такого состояния, что в 1934 году сняли фильм «Россия» под названием «Живой Бог», режиссер Вернер, где, значит, показывают Агафана в таком совершенно пастве. Однако сам же он относился к тем странам, где находятся его муриды, независимо от того, кто управляет этой страной, какова политическая система, какова социальная ситуация с местным населением, кто управляет, он старался поддерживать хорошие отношения. И вот свидетельство тому, его друг Петр, у которого он жил, был одним из крупных командующих во время предреволюционное время. То есть, ну как бы белая сторона. Он был одним из командиров дикой дивизии. Главным командующим дикой дивизии, мусульманской дивизии, был сам Михаил Александрович. А одним из полков командовал генерал Петр Половцев. Он в 18 году покинул родину, ушел через Иран. Михаил Александрович, самый невинный из рода Романовых, человек, которому Николай II оставил трон, он ему написал: Его Величеству Михаилу Александровичу, царю российскому. Николай II написал своему брату. И в конце написал: прости, Алекс, прости, Миша, твой Ники. Он погиб первым. Причем погиб от рук бандитствующих людей. И по сей день никто не знает, где останки Михаила Александровича. Ему еще 40 лет не было, совсем был молодым. Где эти останки его и его помощника, его секретаря, англичанина по национальности. И следующее, я хотел вам показать и в 2 словах рассказать о русском генерале из рода Каджаров. Вот фотография, которую вы видите, он наравне с Половцев был командиром полка в дикой дивизии. Файзулла, его звали Файзулла Мирза Каджар, генерал Файзулла Мирза Каджар, командовал и был правой рукой Михаила Александровича вот в этой дикой дивизии. Он до конца воевал с красными и погиб на Кавказе в 1920 году. Если взять родословие, то он является, его предком является Фат-Али-Шах, и предком Султан-Махмуд тоже является Фат-Али-Шах. Я хотел сказать, что в рядах русской армии русским генералом был родственник имама. Теперь последний эпизод, который я хотел вам рассказать. Имам был очень активным в дипломатии, европейской и всемирной дипломатии в 30-е годы.
создавалась Лига наций. И в 1937-1938 годах он был председателем Лиги наций. Вот самый верх и вот в середине, который сидит, это Мулларуз Мамадшо. И вот когда первый раз он в качестве члена делегации индийской приехал и в 1934 году в Женеву, в это же время советская делегация туда приехала. Советская делегация была абсолютно, от нее как бы отворачивались все. Она была в состоянии изоляции. Именно имам Султан Мамадшо вытащил их из изоляции. Он был первым, кто организовал прием в честь советской делегации, и советскую делегацию возглавлял Максим Максимович Литвинов. Вот фотография Максима Максимовича Литвинова, тогдашнего наркома иностранных дел. Мало этого, он в своих воспоминаниях пишет, что он к своему другу барону Ротшильду обратился, и он тоже организовал им прием. Мало этого, вместе с Ротшильдом они старались расширить, потому что имам считал, держать в изоляции Советский Союз – это неплодотворно. Надо встречаться с ними, надо установить дипломатические отношения, надо наладить хорошие отношения с тем, чтобы позитивно влиять на общее состояние взаимоотношений разных стран в Европе. К сожалению, не все удалось, потом началась война, но имам максимум старался, находясь в должности положения председателя Лиги наций, сделал максимум для того, чтобы выводить Советский Союз из той изоляции, в которой она была. Я не думаю, что дальше я должен вам рассказывать про его жизнь. Вы знаете, что он ушел из жизни в 1957 году. Его сменил, и наследником явился Мавлана Мазлумов. Единственное, что, наверное, я вам покажу фотографии вот этого места в Ассуане. Если кто-нибудь из вас внимательно читал Сафарнаме Нусайр Хисрава, то Нусайр Хисрав собрался в Мекку, и он не нашел попутного корабля. И он в районе Ассуана, примерно вот в этом месте, несколько дней ждал попутный корабль. Интересно, что 1000 лет спустя имам Султан Мамадшо выбрал это место для своего постоянного покоя. В воспоминаниях его жены сказано: однажды, говорит, в Каире мы шли в гостиницу. За 10-12 метров, говорит, до входа он вдруг повернулся в мою сторону и сказал: а что, если мы навсегда здесь останемся? Он сказал, говорит, очень простую фразу, но я поняла, что он имел в виду. На другой день мы поискали подходящий дом в районе Ассуана, купили дом, и через 3 года, когда он ушел из жизни, то она его похоронила в саду во дворе этого дома, а еще через 2 года она построила вот этот мавзолей. И его останки были перенесены в этот мавзолей. Там же была вторая могила рядом, пустующая, на которой было написано ее имя, ее год рождения. И когда она умерла, ее положили рядом с ним. Последняя фотография, которую я, вернее рисунок, который я хотел вам показать, это опубликовано в одном из журналов. Журнал, кажется, 1906 года.
Это из коллекции, коллекция называется Art Collection Bridge Man. Коллекция это, не знаю, почему она названа Bridge Man, то есть человек-мост, мост-человек, человек-мост. Но я подумал, что это символично, что я закончу свое выступление именно на этой фотографии, потому что сколько бы мы ни думали, не перебирали бы общественных и политических деятелей первой половины XX века, никого невозможно назвать человеком мостом между Западом и Востоком, между мусульманским миром и христианской Европой. И все благодаря тому, что у него был потрясающий кругозор. Я вам специально не рассказывал про русского, который не то что имел с ним отношения, он на протяжении нескольких десятилетий работал по исмаилизму. Это был Владимир Алексеевич Иванов. Но про Владимира Алексеевича, я думаю, книга издана, многие из вас купили его книги, может быть, даже читали. Он долгое время работал, но одна фраза из автобиографии Иванова нам интересна. Он, оценивая, а он имел право оценить, потому что он был внутри процесса. Он жил среди исмаилитов, он с ними общался, он знал их положительные и отрицательные стороны. Иногда он был совершенно недоволен ими, иногда он ругался с ними и отворачивался от них. Он в конце своей жизни сказал, что его высочество Ага хан проделал колоссальную работу. Он свою паству из глубокого средневековья вытащил в современный 20 век. Было много препятствий, было много трудностей, но успешно их провел. Другой русский, Константин Дмитриевич, последний русский посол в Англии при царе, сказал о нем следующие слова, что нигде в Азии среди элиты и простых людей он не видел равного князю Ага хану человека широкой, глубинной политической философии и мировоззрения. Это вот два человека, которым приходилось часто с ним встречаться, и которые оценили его достоинство. Я на этих словах заканчиваю свое выступление о выдающемся деятеле мировой общественной жизни, о нашем с вами 48-м имаме. Если есть вопросы, можете спросить. Пока Рубамы настроит, да, пожалуйста. Есть сведения, что Молчун встретился с Гитлером. Насколько это соответствует действительности до войны? Да, это совершенно соответствует действительности, потому что он был председателем Лиги наций как раз в тот период, в 1937-1938 годах. Очень было напряженное положение. Это было накануне входа
фашистских войск в Чехословакии. И имам попытался оказать позитивные воздействия, в том числе и на Гитлера. Я должен сказать, что он встречался практически со всеми королями. Он был вхож в любой царский дом. Все британские императоры, короли первой половины 20 века, включительно до сегодняшней королевы, были его друзьями. Она только вступила, когда она была как бы девочка. Я говорю, Султан Мамачо уехал из Ирана или его дед? Султан Мамачо из Ирана его дед? Или его дед, да. По этому поводу он так отвечает. Он говорит, несмотря на то, кто мои жены, дома я иранец. Значит, из Ирана ушел его дед. Но бабушка его была иранка, мама его иранка, у него другой крови, кроме арабской от пророка, другого нет. Культура его была, родной язык. Безусловно, при широченном его знании был персидский, иранский. У него есть одна формула. Она заключается в следующем. Уже в пожилом возрасте он обращается к своей пастве и говорит: не теряйте свою культуру, сохраните свою культуру. Для вас примером должны быть японцы. Смотрите не японцев. Они продвигаются к новой технологии в 20 веке. Я, может быть, перефразирую, не точь-в-точь цитата, но при этом они всегда сохраняют свою самобытность. Вот это была его формула. Формула Султана Мамачо, и он ею придерживался. Многие в мусульманском мире к нему обращались, они смотрели на внешние атрибуции, там салат, палат, хараз, палат. Для него все это не имело значения, потому что он был суфи, он был над всеми этим. Для него важно было ботин, а не зогер. Теперь у меня к вам вопрос. Я уверен, что вы все это знали про Султана Мамачо, или нет? А? Многого не знали. Ну, значит, не зря мы провели время. Есть еще вопросы? Тогда Муким Кабул Турсан, шестому машанник от вах я слушаю.
چیز میگذرد دیده و روی میماند هم که زهر گوشه خدای میطلبی گاه در زمین گاه در هوای میطلبی وزگ گردنی تو نزدیکتر است هی خود را بشناس اگر خدا میطلبی خود را بشناس اگر خدا میطلبی حیوانات بست هدف را بسم آورده بقا منزل نیست بسم آورده بقا رو بر حیوانات بست هدف را نبود در حال سلطان چیزه سلطانت بست حکم بیک شلوک و بیخ جمله کلام الله آیت مگی منه قرآنت بست اچوی سنبه ادب باشو نه حیوان با علم سونت بست قدم از حق سواله که چه باشد ایمان حق در گوش
دلم گفت که های مانند بست دیگرش هرچه شود خواجه پشیمان گردد او که از وی نشود جر پشیماند بست شمس تبریز خاموش کن که توی سر خدا انوروی افضل آشمه شبستان دبست به چهره محیران یا قای ملک یامد پای دلی پریشان یا قای ملک یامد هم جان من تو هستی جانون من تو هستی حیمان من تو هستی یا قای ملک یامد عکسی اعظمی هست ای سری خدای مطلق اسمت کلمت الله یا قای ملک یومد عالم به دوست قایم لطفی تو هست دایم مردانت البهایم یا قای ملک یومد لاچین پر گنایم چند روز جویم خوکی درت پنایم یا قای ملک یومد شب روز به قرارم لب لبم ربا برا ندارم لب لبم زجر خلق بردریدم زجر خلق بردریدم ایمان زغلم ای درم من لب لبم لب زنم چو مستان چو یکی اصاب دستان میان باغ بوستان لب لبم نمرا سری و سیمی نزدیک است امید دینی عملم آفونه گلیمی لب لبم لب زنم چو مستان چو یکی اصاب دستان میان باغ بوستان نفس ما تو نشوی در گمان کیست بغیر از علی و شیخ شیدا علی سر و ویدا علی مخفی پیدا علی کیست بغیر از علی اسلام یک رای را بنده ها شایسته تو خدا را بدار کیست بغیر از علی میره شریعت علی علی حق حقیقت علی کیست بغیر از علی مثل خدا را عیان مرتبه او بدون کیست بغیر
بغیر از علی شمس بیانی علی در دو جهان زنده شد نهان و حیاکی بغیر از علی Маш манам дига хурбобен катедам дерду. А? روزها فکر من این است همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دلی خویشتنم از کجا آمدنم بار چه بود و کجا می روم آخر ننمایی وطنم ماندم سخت رنجه بود که از چه سبب ساخت مرا یا چه بود دست مرادی وی از این ساختنم مرغ باقی ملکوتم نیم از عالم خاک یک دو سه روز قفس ساختند از بدنم پرواز کنم تا بر دوست با هوای سر کوی پر و باله بزنم منزل و راننمایی یک دم آرام نگیرم نفس دم نزنم در گوش که او میشنود آوازم یا کدام است سخن مینقدن در دهنم کیست در دیده که از دیده برو مینگرد
یا چه جان است نگویی که منش میرهنم. من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، آن که آورده مرا باز برادر وطنم. شمس تبریز اگر رو به من ننمایی، ولی قالب مردار به هم در شکنم. ستارم و رزاقم، غفارم و قهارم، من قادر قیومم، قتال شهانم. ابراهیم آزرا در نار فگندم من، فریاد فغانی او تا غمش رساندم من. بیچاره حسینم را خود تشنه لبان کشتم، در دشت فراتون را از در گذراندم من. با دوش چنانم من، فرعونی که جان دادم او را نبدادم درد، در مرتبه اعلی او را بنشاندم من. خودبین ملجم را قطار علی کردم، هر حکم کنم شاهم پروای کسانم من. دندان محمد را
با سنگ جفا خستم، خود خوبی یارو در خاک نهاندم من. با دشمن خود کردم صدگونه مروت‌ها، با دوست 200 خواری هر دم برساندم من. بگذر تا قیر امروز از جان فنای خویش، در سینه خود نوگی خنجر بخلاندم من. یا مولانا که بر امیدت هستم، دل را به محبتی رضایت بستم. در روز هما ناامیدم نکنی، در روز فتادگی بگیری دستم. جوان تاغان جوایانت منم، از سری بازار ملکی کاینات، اول و آخر خریدارت منم. گر به جنت می روی تو خوش برم، چون گلات با بوستانت منم. گر به دوزخ می روی مستانه باش، چون که از آتش نگه دارد منم. آصفی از غیب میگوید دعا، نعمت الله را خریدارت منم.
سراسر جمله عالم پرز عشق است یک عشق حقیقت با خدا کو سراسر جمله عالم پر یتیم است یتیم در حرم چون مصطفی کو سنای نام کردی خیشتن را دلیل سنا سنا کو وقتی مدد